Здравствуйте, дорогие ребята! Долгожданный дан звонок, начинаем наш урок. Ребята, давайте мы с вами повторим наш девиз урока. Мы умные, мы дружные, мы внимательные, мы старательные, мы отлично учимся, все у нас получится. Ребята, куда бы мы с вами ни посмотрели, мы с вами везде видим самые разные растения. У нас дома, во дворе, на улице, в парке, в школе, на полях, в горах, вокруг, везде. Нас окружают множество растений. Сегодня, ребята, я расскажу вам о растениях. Мир растений богат разнообразием. В мире встречается 390 900 различных растений, ребята. Несмотря на то, что все они разные и не похожи друг на друга, их можно разделить на две группы. На какие, спросите вы? Об этом мы сегодня и поговорим, ребята. Тема нашего урока, ребята, дикорастущие и культурные растения. И сегодня на уроке мы узнаем, что такое дикорастущие и культурные растения, чем они отличаются друг от друга и какими они бывают. Как я и сказала, ребята, растения делятся на две группы – дикорастущие и культурные растения. Дикорастущие – это растения, которые никто не сажает, они растут сами по себе, их можно встретить везде – в лесу, на лугу, на улице. Ну а культурными называют растения, которые человек сам высаживает, ухаживает за ними, собирает урожай, использует в пищу. Давайте рассмотрим представителей каждой группы. Дикорастущие растения растут без вмешательства человека. За ними никто не ухаживает, они растут там, где для них есть подходящие условия. К этим условиям они приспособились сами. Крапива, береза, шиповник, сосна, ель, ромашка и многие другие. К этим растениям относятся деревья, кустарники и травы. В древние времена все растения на земле были дикорастущими. Древний человек собирал семена, плоды и корни различных растений. И те, которые ему нравились, он высаживал рядом со своим домом. Чтобы плоды вырастали крупнее и вкуснее, человек ухаживал за растениями. Растения привыкали к заботе о себе и изменились. Так на земле появились культурные растения. Помидоры, малина, слива, тыква, пшеница и многие другие. К этим растениям также относятся деревья, кустарники и травы. А теперь подумайте, ребята, для чего люди выращивают культурные растения? И на какие группы по этому признаку их можно разделить? Морковь, свекла, огурец, капуста – это овощные растения. Они растут на полях и огородах. Груша, персик, вишня – это фрукты, их называют плодовыми растениями. К ним относятся не только деревья, но и кусты и даже травы. Овес, пшеница, рожь – все это зерновые растения. Из них делают муку и крупу, они растут на полях. Из хлопка и льна делают ткань, их называют приодельными растениями. Пионы, лилии, розы – это декоративные растения, они растут на клумбах и в оранжереях. Их выращивают для красоты. Ребята, а какое значение для человека имеют растения? Верно, ребята. Растения кормят человека, дают полезные вещи, лечат человека и одевают человека. Например, ребята, из крепких стволов деревьев мы можем построить себе дом или же изготовить какую-нибудь мебель. В фруктах, в овощах или же в ягодах есть все необходимые витамины, которые нужны организму человека. Ну а из хлопка и льна изготавливают ткань, из которых мы шьем себе одежду.
Поэтому все растения, которые растут на Земле, не менее необходимы для жизни человека. Ребята, давайте мы с вами обобщим наши знания. Растения бывают дикорастущими и культурными. Культурные делятся на овощные, плодовые, зерновые, декоративные и предельные. Ребята, подумайте и распределите предложенные растения к соответствующим группам. Действительно, яблоня – плодовое растение. Береза – дикорастущее растение. Лук – овощное растение. Лен относится к предельному растению. Ячмень – зерновое растение. И астра – это декоративное растение. Молодцы, ребята, вы справились с данным заданием. Итак, ребята, я хочу на домашнее задание предложить вам нарисовать 3 комнатных растения, привести примеры дикорастущих и культурных растений. И ответьте на вопрос, удалось ли вам посадить и вырастить какое-либо растение. На этом наш урок закончен, ребята. Спасибо вам всем за внимание.